Скажу по секрету, это самая интересная часть. Что на такие каверзные вопросы отвечаю, мама, не горюй. А кто не видел первую и вторую часть, обязательно переходите, бегите по ссылке внизу. А мы начинаем. По какой программе ты полетела? Через национальным университетом, поэтому я доверилась, спокойно полетела. Ну и в целом, независимо от того, где вы учитесь, где вы работаете, от 18 до 50 лет они отправляют всех. Было ли страшно? Ну, небольшой страх новизны, неизведанного все-таки был. Знаете, когда ты выходишь из зоны комфорта? Ну, вроде страшно, но капец интересно, что тебя ждет. Прям все бушует внутри. Богатые, все-таки высокомерные? Да, но не все. Если пересчитать тех клиентов, которые у меня были, где-то 40 на 60%. Конечно, больше адекватных, таких нормальных людей. А самые интересные запоминающиеся моменты. Ну, самое интересное, это, наверное, то, что наш отель горел. Я всегда представляла себе, как горит школа, но никак не место работы. Вот именно в нашем отеле был масштабный пожар, который устроили террористы. Вы знакомитесь напрямую с известными людьми, которые чего-то достигли в этой жизни. С ними общаетесь, разговариваете и познаете их мировоззрение. Начинаете понимать, как мыслят успешные. Было пару раз, когда наших барменов ловили нетрезвыми в рабочее время. И без вопросов сразу увольняли. Ну, их тоже можно понять в целом. Когда ты все время работаешь с хитовыми, популярными, дорогими напитками, конечно, потянет. Был ли расизм? Ну, я не заметила такого явления. Ну, возможно, были такие отдельные случаи. Один шеф там из 20. Но это его тараканы в голове, у меня такого нету. Если и были выходки, я их рассматривала как профессиональное замечание, наверное. Ага, да, спасибо. Теперь мы с кофейком на расслабоне. Тоже, кстати, что-нибудь попить берите. Турки пристают? Да. Они обязательно попробуют это сделать. Но если вы четко дадите понять, что нет, они к вам близко даже больше не подойдут по таким вопросам. Вы не против и хотите, они это поймут и продолжат. Все зависит от девушки. Ваша голова на ваших плечах. Месячная зарплата, разница в должности, сколько денег ты отдала и заработала в итоге, сколько выходило чаевых. Вы будете получать заработную плату по договору, и неважно, повысили вас по должности или нет. Работала коми, гарсоном, батлером на яхте. Зарплата оставалась такой же. По тому курсу это было 3500 лир, 30 тысяч сомов с лишним. Я дала фирме 1000 сомов и $350. Я эти деньги сразу нашла первый же месяц. А в итоге я заработала $2000. Если бы я не тратила на всякую фигню там активно, было бы больше. Такой возникает вопрос, а зачем, да, подниматься по должности, тогда все будут работать там, не знаю, посудомойщиками, если у всех зарплата одинаковая. И здесь такая заметочка. Если вы будете работать в бэкграунде, где вы вообще не контактируете с гостями, то и чаевых в целом-то нету. Официанты получают больше всего, потому что они контактируют длительное время. Когда человек видит еду, он становится счастливее в 1000 раз. Так что давайте запоминайте, я вам нужную информацию даю прям. Для обычной практики, для студента, который прилетел чисто отметиться и написать отчет, ну, думаю, нормально. Интересные факты и советы для зрителей. Я же вас материться научу. Досматривайте. Это видео действительно полезное. Я знала турецкий язык, прежде чем улететь. Выучилась благодаря курсам ТОМЕР. Они бесплатные, только за книгу оплачиваете. Факт второй. Wi-Fi у нас был везде. Но каким-то образом мой Wi-Fi чип испортился, и мне пришлось купить симку, чтобы был у меня везде интернет. За 2000 сомов. И вам тоже советую. Еще как советую, чтобы получать там зарплату, и в конце, когда вы улетаете, не было проблем, потому что все поступает на карточку, а без сим-карты будет сложновато все это снимать. Факт номер 3. Там курят все. Девочки, мальчики, женщины, мужчины, старики. И безбожно много. Даже есть специальный перекур-тайм. Не удивляйтесь, если все время будут к девушке подходить и спрашивать чакмак. Чакмак var mı? Зажигалки даже у маленьких девочек есть. Факт номер 4. Там, где были мы, именно Бодрум, совершенно не развит ногтевой сервис. Они не знают, что такое шеллак. Если даже постараться найти наращивание, они делают ее некачественно. Сомневаешься насчет санитарных вопросов, и в целом дорого. Давайте сравним. У нас стоит 500 сом, у них 3000 сом. Там мы вспомнили молодость и снова научились красить ногти лаком. Факт номер 5. Если вы наденете кольцо на средний палец, вас просто закидают вопросами, потому что у них означает кольцо на среднем пальце помолвлено, на безымянном замужем. Такой лайфхак от Ранели. Пользуйтесь.
если будут мальчики приставать. У них практически не уступают место в общественных местах. Когда они оплачивают, они бронируют, занимают определенное место. Еще у них к пожилым вообще не такое отношение, как у нас. Бездейджонля туралып, стыдно, надо встать, все глазами пилят друг друга. Настолько пожилой человек, что он очень медленно заходил в транспорт, и на него просто кричали все. Типа, бой сумбу, быстрее. И мы такие просто в шоковом состоянии. Типа, Наш отказ, слово «нет», у них это резкое движение головы. Истемиор. Хайр. Это у них значит расслабься. Нет. Смотрится эффектно, дерзко. Благодаря отелю, где мы работали, мы попробовали все традиционные блюда, лакомства. Слишком жирно, сладко. Там я полюбила пальмы. Они такие высокие, широкие, волосатые. Вообще волосатых я не люблю, но пальмы это исключение. Я прилетела туда без денег, но взяла с собой карточку Optima. Это не реклама, просто, возможно, это вам поможет. В приложении можно, оказывается, конвертировать сомы в доллары. Вы можете оплачивать свои лировые покупки с помощью этой карты. Собственно, так я и делала. Я фотографировала мало, так как предпочитаю больше видеоформат. Согласитесь, через видео можно передать и атмосферу, живую реакцию, настроение. А фото это просто фото. Я, конечно, стараюсь в Инстаграме, но даже так, если посмотреть, у меня там видеороликов очень много, чем фотографий. Турки боготворят украинок. По-другому не скажешь. Они их обожают. Им нравится в них все. Если спросите про их типаж, то это они сразу скажут украинки. Может быть, я вот подумала, невеста султана Сулеймана была же Хюррем, а она-то украинка. Может, поэтому мужчины, парни, они вообще не джентльмены, как по мне. Женщины должны их почитать. Они хоть и знают, что им ничего не встретит, все равно тратят на девушек много денег. И не жалеют об этом. Глупо? Как по вашему мнению? Акклиматизация у всех проходит по-разному. Адаптация организма к этой местности. Кто-то набирает вес, кто-то, наоборот, резко сбрасывает. У меня проходило в тяжелой форме. Депрессия. Первый раз отделилась, так скажем, на долгое время от родителей. Был стресс, какой-то сбой в гормонах, и я начала стремительно набирать вес. Была 49, стало 60. Такой небольшой контраст, который я заметила. Турки по сравнению с нами очень боятся коронавируса. Прям слишком, как по мне. Без теста ПЦР там нельзя входить в торговые центры. Массово давят, кричат на человека, который без маски забыл или чуть-чуть так вот снял. Целые 7-этажные огромные поликлиники строят, где лечат только от коронавируса. И вспомните, что у нас. Сказали в 7 ровно комендантский час, никому не выходить. Мы в 7 вечера. Развит автостоп. Первый раз я, конечно, боялась. Нас бы давно там увезли бы налево, убили бы. У них такого нету. Подозрительно так дружелюбно. И действительно, мы доезжали до места назначения. Если даже им не в ту сторону, им вообще давно надо было свернуть домой, они все равно довозят до конца. По моему мнению, потому что их страна держится на туризме. В прямом смысле, если у них будет опасно, бы у них не отдыхал, никто бы не приезжал и не поднимал бы им экономику. Но все равно будьте осторожны, одними не садитесь нельзя. Выбирать поясом Мотру Албаглана, там легче подтянуть английский язык. Когда мы пытаемся практиковаться в Бишкеке, на нас смотрят, знаете, оценивающие. Типа, ты что выпендриваешься? Блин, ты же не так говоришь. Что пытаешься американский акцент сделать, да? Конечно, наше желание начнет затухать, когда нас не поддерживают. Окружающие и наоборот пытаются найти ошибку в грамматике. Там мало кто знает английский. Вообще не важно, как ты построила там предложение. Хоть ряд обычных слов скажи, хоть жестами объясняй. И вот в таких условиях языковой барьер, он исчезает. В другую страну попасть несложно. Сложно в ней продержаться. Чтобы много зарабатывать, нужно много трудиться. Нет, это не совсем так. Все легко приходит тебе, если ты делаешь это с душой и с желанием. Когда они узнали, что мы едим коней, у них это священное животное, а мы тут их кушаем, и для них это показалось чем-то диким. У них в хлеб добавляют очень много дрожжи. Вот таких вот огромных размеров хлеб. Вы представляете себе? Если не хотите набрать, то будьте осторожны. В Кыргызстане у нас все-таки продукты, они лучше, свежее, натуральнее, настоящие, без ГМО и всякой химии. А там у них все фрукты, они как под копирку красивые. В таких условиях сложно правильно питаться. В 27 лет у нас это значит, что имеется уже дом свой, машина, дети. Официант считается полноценной работой, не подработкой. С ней выходят на пенсию. Их комары меня просто поразили. С длинными носами. Кусают незаметно, но метко. Зуд после укуса сильный. Извините за кадры эти. Берите с собой закрытые вещи. В завершении я хотела бы вас научить неким турецким жаргоном, который поймут только турки. Дружище, неформальное такое приятное слово канка, шей. Есть такое же слово в кыргызском языке, это эме. Эме мне леолчуле, эме кандайле, эме ушону кылбайсың бы. Шей канка, обещай сөйлемек istiyorum sana. Помогут они даже позвать так, типа,
Чей? Дедимки. У нас в кыргызском тоже есть слово дедимго. Дедимки. Типа сказал же тебе. Я же говорил тебе. Бен дедимки сана. Оха. Они так выражают свое удивление. Типа, ничего себе. Никони пургу. Оха. Уф, я. Типа, блин, зачем? Или устал. Ну, то есть, я имел в виду яни. Яни ону yapmak lazım. Я имел в виду это, ну, надо сделать. Они так придерживают паузу. Яни, типа, как другими словами сказать, мы говорим алло, они говорят альё. Это прикольно звучит. Они могут что-то по телефону говорить, а потом сказать фалан-филян и так далее и тому подобное. Типа бла-бла-бла. Вот и настало время матершинных слов. Я не буду их говорить, они будут внизу в описании. Режут, когда эти слова говорят девочки. Прям, они говорят сус, кыс, типа, не говори такие слова, ты что, ты же девочка. Почитайте внизу, это интересно, запомните их, это, возможно, вам пригодится. И последний такой интересный факт, который вам нужно взять на заметку. Duty Free в аэропорту, это, оказывается, прекрасное место, чтобы закупиться оригиналом. Казалось бы, да, аэропорт, это же дорогое место. Так как аэропорт находится на границе, Duty Free привозят товары, и они не растаможены. Не накладывается налог государства на товар. А в магазинах наших они привозят уже растаможенные, сверху добавляют какой-то процент и продают. Давайте подведем итог. Во-первых, вы ничего не теряете. Питание, проживание, перелет, это все за счет отеля. Видите Турцию, отдохнете, подзаработаете на карманные расходы. Ваше мышление, оно изменится. Так как развитие Турции как страны, оно совершенно на другом уровне. Знакомитесь с самыми разными людьми с разных стран. Я работала и с казахами, и из Армении, России, Украины. Ну, в целом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все это благодаря вам. Мой канал существует благодаря вашему активу. Есть результат, есть и много видео. Всем большое спасибо. До следующего видео.